Друзья, всем привет! Хорошая новость. Налаживается погода. И вода пошла на убовую. В этом сезоне зря-то нас так палило. Недели две, наверное, шли дожди. Такие хорошие, проливные. Ну и река, естественно, поднялась, ребят. Поднялась она на 2+. Для лета это, конечно, очень-очень много. Рыбалки никакой. Местные стоят, лодки все стоят. Хотя, в принципе, сейчас самый сезон, ребят, и купаться, и рыбалка. Ну, и не купались, и не рыбачили толком. В общем, такие дела. Приехал в лес, ребят. Так погулять, посмотреть обстановку. На прошлой неделе мы с дочкой были. Грибов не было. Вот. А сейчас пока заходил, ребят, там, ну, такой более-менее, и крупные такие уже стояли в одном месте там. Такие дела. Дожди хорошие были. Земля хорошо напиталась влагой. Ну и тепло. Грибы должны всходить, по идее. Первый выход был. Так, я немножко собрал. Вот. Ну, в целом, посмотрим. Может, что соберем на жарежку какую-нибудь. Погнали, ребят. Жарко. Сегодня у нас 26, 20, что-то такое, 28. Для леса это, конечно, погода очень страшная. Вот. Ну, с утра быстренько прогуляюсь до самого пекла такого, скажем. Может, что найдем. Поехали. Сами, смотрю, вышли волнушки. Точнее, волнушки-сыроежки, ребят. Опа. Сыроежки. И смотрю, уже набухает черника. Это радует. Скоро за черничкой скатаемся. Я, конечно, ягоды не любитель, ребят, собирать. Вот. Ну, 3-4 литра домой покушать. Сам Бог велел, как говорится. Так что скоро, ребята. Вот, видите, начинает уже потихоньку ягодки выходить. О. Так что, может, из-за дождей в этом году, ребят, в лесу порядок будет с ягодами. Морожку уже побрали некоторые. Ну, скоро черника. Ну, потом брусника, ребята. А потом клюква. До самого снега можно собирать. Ну, северная ягода. Ну, я там не считаю земляники какой-нибудь, костяники и так далее. Основные ягоды, да, это морожка, черника, брусника и красноголовик, ребята. Красавец. Кто-то звонил. Связь тут проскальзывает местами. Такие дела. О, какой красавчик, ребята. Чистый. Молоденький. Красота. Вон какой, ребята. Вот такие пирожки, ребят, с капустой. Ну, основной, конечно, ребят, сезон это в конце августа. Ближе уже к осени. Пойдут боровики,
соленые грибы. Это как Грузия. Ну, красноголовики, понятное дело. Они из самых первых растут. Мы таких называем. А так подосиновик. Может кто-то по-другому называет. Вот. Жарко, жарко, ребята. Ух. Я взял водички с собой. Ну, смотрю так. Хотя вот так, ребят, есть. И сыроежки, смотрю, есть. Походу начинается, ребят, очередной сход. О, видали, ребят? Какой малыш. Вот. Ну то что, это же сход, ребятки. Мы с дочкой тут были, ни хрена тут не было. Это вот начинает выходить опять. Постоянно, как не снимаю грибы, ребят, мне постоянно пишут: зачем ты выдергиваешь? Надо срезать. Грибов там не будет, варвар. Сколько себя помню, здесь собирал грибы. Мои родители здесь собирают. Все собирают. Просто постоянно говорю, и все равно пишут и пишут, что без разницы, ребят, как собирать, срезать или выкручивать. Ты не нарушаешь практически ничего. Так что здесь каждому свое. Почитайте, ребят, и много информации на самом деле в интернете. Сейчас же как ученые начали искусственно выращивать ту же клюкву. Вот мы ездим на болото осенью, собираем ее. А сейчас пошел в магазине, купил, да? А это же не люди собирали ее там где-то в тайге. Ее искусственно выросли, сделали болото искусственно, посадили, и предприятия делают бизнес. Но вот еще белый гриб, ребята, еще не приспособились, потому что он растет на беломошнике, на ягеле, и здесь искусственно еще его никак не сделать. Если какие-то там шампиньоны и так далее еще выращивают, то такие, ребят, боровые грибы еще, к сожалению, не научились. Так что здесь прям, ребят, очень круто. Стоит, ребята, красавец. Такой какой-то мягенький. Такие не люблю собирать. Люблю вот таких красавцев, ребят, собирать. Кстати, ребят, бор сухой. Не такой уж и влажный. А что он мягенький? Он потому что червивый, ребят. Бор как губка впитывается. Вон, сапоги вон сухие. Хотя заезжал, лужи вообще огромные по дороге. Такие дела. Опа. Пока гуляю, ребят, охота общаться с вами, потому что в лесу общение прям, знаете, оно прям, я не знаю, скользит. Мозг вообще по-другому работает. Хоть и тяжелый воздух, но все равно запахи уже есть, ребята. Уже есть ягоды, уже есть, грибы, в общем. В лесу запах уже такой приятный, вкусный, я называю. Вообще здорово. Обожаю, просто обожаю. Ну и стоит красавчик, ребята. Стоит красавчик. Аж скрипит, ребят. Шикарный грибочек. Ух ты. Угу, походили, ребят, походили.
Недалеко еще один стоит. О, какой интересный, ребят. Вот такой. Вот уже пошли червивые, ребят, грибы. Если до этого были чистые, то уже червивенькие. Но это молодые вот эти, они чистые по-любому. Эти уже видно такие на открытке здесь. Тут и солнца больше, и как бы они червивые уже, да. Хотелось, ребят, закинуть удочку. В общем, впереди, ребят, очень-очень мощная поездка. Многие писали из вас: Андрюха, тебе как рыбаку нужно съездить. А съездить куда, ребят? Правильно, Астрахань. В общем, ребят, все уже к этому идет. Естественно, еду с братульцом, с Пашкой. Куплены билеты. В общем, подготовка полным ходом. Ну, кто в телеграм-канале всю эту информацию уже давно знает. Кстати, ребят, подписывайтесь на телегу. Там очень много информации постоянно и по рыбалке, и не только. Ссылочку оставлю. Точнее, они всегда внизу в описании. Потому что многие пишут: Андрюха, ну что ты был вот там-то и не сказал, я живу. Вот мы были в Липецке, получается. Рыбачили на пруду. И рядом деревня 3 километра от пруда. И мне пишет человек, что вот он живет в этой деревне, представляете? Ну как так, говорит, если бы я знал. Вот, ребят, телега как раз для таких целей. Там вообще мы на ближней руке, так говорится. Как говорится. Ну и в общем, вот человек бы знал, был бы подписан на телеграм-канале, мы бы с ним встретились 100%. Так что, ребят, подписывайтесь. Буду рад всем. Ну, в общем, все, ребят, у нас там подготавливается, закупается уже много чего. Закупили и прикормку, и снасти, и наживку. В общем, вообще полным ходом идет. Самая будет дальняя поездка, ребят. 2 суток придется ехать. Ну, лично мне. Но я думаю, того стоит. Именно половить сазана, ребят. Дикого сазана. В общем, конечно, но должно все получиться. Попить, ребятки, остановился. Жарище, блин, ё-моё. О, капец. Как в Астрахань, ребят, поехать? Я не знаю, 36-38 будет. Палящее солнце целыми днями. Вот это да. Только будем пить, наверное, пить. Вот сейчас, ну, холодно было опять, ребят, холодно. И вот сейчас опять вот тепло пошло. И опять организм, знаете, тяжело ему, блин. Тяжело северному человечку вот так, такой жаре аномальной привыкнуть. Не аномально есть, так скажем, а вот резкое такое потепление. Постепенно, да. Как-то, вы знаете, тын-тын-тын. 20 градусов, а уже кажется, что жарко. А вот постоит недельку 30 и спустится до 20, и ты будешь считать, что это комфортная погода. Также и зимой по морозу, ребят.
25, 27, 30 градусов. Но я обычно до 20 езжу, минус 25 уже стараюсь не выезжать. Во-первых, тяжело техники, ну не то что тяжело, ну так, морозно. Вот. Тебе тяжело, тем более ехать очень холодно. Ну понятно, еще и камера вообще не снимает. А вот потом хопа, пятнашка. О, красота, теплый. Хотя минус 15, ребят, хороший мороз такой, скажем. Вот так вот. Так что тут все привычка. Ну, я понимаю, что в Астрахани именно, знаете, сухая жара такая. Вот, допустим, сейчас 20 градусов, да, но очень влажно, душно. И здесь тяжело переносится. А если когда сухой мороз, вот у нас зимой сухой мороз, допустим, влажности нету, то ощущаешь по-другому, ребят, немножко. Ту же жару, ту же мороз, если он сухой, то он терпимый. Сейчас просто после дождей, да, испарение идет и очень душно. Так, ладно, я, ребят, уже перешел. Сейчас погуляем здесь, тоже интересные места. Ну, червивые. Сдалека прям увидел, ребята. Красавчик. Молоденький. Опа. Опа. О, какой. Прелесть. Да. Ну, что-то выходят потихоньку, походу. Нет, он попадается. Чистый, ребят. Молоденький, он чистенький. Красота. Может, соберем на хорошую зарежку. Стоит. Ну, вот эти места меня радуют, ребята. Стоит, тут спрятался. Красавчик. Нравятся мне вот эти места, ребят. Здесь раньше вообще круто было. Был ураган, блин, ветровал, повалило. А так вообще здорово гуляешь. Грибы можно сдалека видеть. Кайф, ребятки, вообще кайф. Кстати, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, ну, допустим, область или там город. Есть грибы, какие грибы собирали, не собирали. Очень тоже приятно почитать. Комментарии, ребят, я читаю, я отвечаю на все, чтоб кто ничего не говорил. Просто бывает с опозданием, но сажусь, уделяю время и, допустим, целый ролик просматриваю и отвечаю. Может, с опозданием, ребят, ну вот как-то так. Задают вопросы частенько. Про то и говорю, что вот, допустим, в Телеграме, ну, там общение постоянно. И я вижу, ребята, целых 2 штуки. Оранжевые красавчики. Смотрите, какие. Ух. Толстоногие какие, а. Красавцы. Смотрите, ребят, какая нога. Как тут не будет жареха, да? Такая ноженция здоровая. Потому что боровые, ребята.
Боровые красноголовички. 2 штучки, тут 2 брата выросли. Больше нету поблизости. А так, семья из красноголовиков, ребят, я находил на одной локации 54 штуки, что ли. Короче, корзина почти. Опа. О, какой здоровяк. Вот таких на сушку, ребят, собирать. Вам режешь пластами и сушишь. Белочки оставим. Пускай сохнет. Сдалека, ребята, увидел. И хороший. Походу хорошенький. Красавчик. Видите, да, ребят? А мы с дочкой на прошлой неделе ходили здесь. Ни хрена здесь ничего не было. Вон какой. Вот он. Понюхайте, ребят, как пахнет. Опа. Ну вот по сусекам, по чуть-чуть, помаленечко и собираемся. Собирается чуть-чуть, ребят, у нас. Еще одна шляпка, ребят. Ну, видно очень хорошо. Черничник такой, видите, перемешку с беломошником. И прям видно сдалека. Он, походу, огромный. Да, такой крупный уже, ребят. Хотя, наверное, хороший. Осенью, конечно, уже не то. Березы пожелтеют, лист посыпет. И не так уж прям видно. А сейчас прям идеально. Ну вот сколько я вот вижу. Такую шляпку сдалека прям можно увидеть. Чистый так-то не знаю. Ну здесь так. Вот в этом. Не чистый нифига. Ну да. Бывает пишут, что о, говорит, набрал, говорит, гнилья. Надо проверять полностью. Дома, ребят, же все перебирается. Тщательно вырезается там, если где-то что-то попадается. А так, ну, может быть здесь какой-то будет. Так в основном молодые-то чисто. Этот уже видно, что очень крупный. Тепло и, понятно, червивые. Осенью, когда уже такие, знаете, утреннички, заморозки, боровиков собираешь. Да, бывает, что, конечно, вот находишь много, ну а что там, ножка червива, выкидываешь, шляпка там местами. Вроде нашел 50 штук, а по факту взял там 10. А когда уже осенью, когда уже такие утреннички, уже прохладно, утром встаешь, уже такая корочка, а вот они тогда чистые. Ну и лес, ребят, держит, лес тепло долго держит. В деревне встаешь, -2 было, утром -3, в баке вода замерзла.
А в лесу, ребят, этой температуры не было. Лес держит хорошо, тепло, долго еще будет держать. Такие дела. Еще один. Еще один, ребятки. Это красавцы вообще. Комар не надо. Очень полезно, ребят, для зрения. Черника. Такая еще кисло-сладенькая. Начала выходить. Помню, в детстве соберем. И этот с сахаром, ребят, ее. Как нарубаешься. Рот весь черный. Да. Какой молоденький, ребятки, стоит. Оба. Это который с белой шляпкой. Красноголовик. Малыш. Так, ребят, ну что, мы прогулялся немножко. Крутанулся так. Ну, особо нету. Червивые много. Ну, в целом, я думаю, жареха есть, ребята. Штук 15, наверное, красавчиков есть. Блин, летают все, ребят, и мухи. Но мухи еще не кусаются, они просто на пот реагируют. Вот. А в августе они еще кусаться начнут. Все хотят кровушки попить. О. Я что подумал? Там недалеко от мотоцикла, где я, ребят, остановился. Там, в принципе, тоже есть местечко. Аппендицитик надо заглянуть, посмотреть. В общем, там в той локации еще погуляем. Вот. Ну, есть и маленькие, есть и средненькие. Потихоньку грибы растут, ребят. В общем, если по желанию так, если разобраться, то на жареху можно собрать, прийти и собрать. Вот. Да, червивые, конечно, но что поделать. Лето, тепло.
Ну, свеженьких найти можно себе покушать. Вот. Ладно, погнали. Сколько время-то уже? Время, ребята, 9 утра. Начинается жара. Чувствуется прям, температура поднимается. Ох, охренеть, повылетала, блин. Решил срезать так через болото. Может, на окраине тоже что-то есть. Ну и вот так потихоньку до мотоцикла выползу, чтобы по дороге не идти. Крайняя рыбалка, ребят, был на озере. Кто смотрел, рыбачил на кружки, на удочку. И так понравилось, ребят, честно, вот. У меня, конечно, там дрын был вместо удочки. Вот, сейчас прям, знаете, такое желание появилось, чтобы купить 3 удочки, чтобы было и у меня, и у дочки, и у супруги. Такие выезды почаще делать. Тем более у нас сейчас Нива. На Ниве уже можно куда-то заехать. Именно пробраться с вещами. Есть багажник сверху. В общем, как-то оно так. Кстати, может кто, ребят, подскажет там, кто удочками занимается, что взять такое более-менее, ну, хорошенькое. На Валбересе-то как бы нашел там. Вот, не знаю, посмотрим. Так что, если у кого есть какие-то, ребят, ну, определенные хорошие удочки, поделитесь. Он стоит, ребят. А вон мотоцикл. Они прям возле мотоцикла растут, ё-моё. Далеко ходить не надо. Такой тонковатый, конечно. Ну вот и мы до коняки дошли. Коняка мой, коняка. Кайфую, ребят, я от техники, конечно. В плане того, что у меня есть прицеп. И как бы можно куда и на рыбалочку сгонять. С какими-то вещами. С хорошими. Я и лодку там, считай, грузил, и все. Колеса огромные. Ну прям то, что нужно. Переезжать не буду, ребят. Так и попру краем. И до места дойду, потом вернусь. Такие дела. Здесь бывает тоже попадается. Ну, вот так возле дороги, конечно, но все равно такой же лес, ребята. Также могут стоять, расти. Дорожка вот, получается, идет. Такие дела. Ой, ветер очень хорошо. Приятно прям. Немножко хоть. А вон, ребят, видали? Вон мотоцикл. А он стоит возле дороги прямо. Я проехал. Ну, пролетел, не видно. А, вон тут второй, ребят. Ё-моё. Грибы-то прям здесь растут, ребята. Хорошие причем. Красноголовики-то. Здоровские. Так, шляпка нормальная.
На полянке много грибов, ребят. Очень много. Но все какие-то гнилые, червивые, здоровые. Вон 2 штуки уже сгнили. Там большие. Он стоит. Такие, знаете, какие-то они неважные. Но я сейчас как раз залетаю в ампедицит. Там посмотрим. Часто, кстати, когда грибы, ребят, снимаю, постоянно часто приходят такие. Ух, сколько. Смотри, сколько, ребят. Череники. Постоянно. Медведи. Как же медведи? Как же заблудиться? Ну, начнем, ребят, с медведей, наверное. Медведь, если здесь где-то есть, он меня уже услышал уже за 3 километра. Естественно, он будет отходить. Как бы зверь такой, он боится тоже человека. И это хорошо. Опасность в медведях — это медвежата, ребят, которые глупые, маленькие, им любопытные, им интересно подойти, понюхать. Вот, соответственно, здесь, боясь маму, она защищать будет. Инстинкт, в общем, ребят, работать будет. Ну и шатуны, конечно, всякие, которые подранки. А вот это тоже так. А так, в целом, медведь не. Много случаев, что сильно крикнешь или как-то там ведром, бетоном женщина стукнула об дерево, малину собирала, и у медведя просто сердце остановилось. Сердце слабое у медведя, ребят. Ну а заблудиться здесь, ребят, я с рождения, я эти места знаю, каждую елку. И понятное дело, что здесь для меня нет возможности заблудиться. Я понимаю, ориентируюсь. Я здесь все знаю. Конечно, если незнакомый лес ехать, то какой-то навигатор, ребята, компас как минимум должен быть. Вот такие дела. Так что в лес бояться, точнее, волков бояться в лес не ходить. Это поговорка такая. Зашел, ребятки, я тут погулять. Тоже смотрю, переростки как-то штучно выходят, сами по себе растут. И потом, естественно, гниют. Вот. Так, думаю, зайду, посмотрю, мало ли. Свежачок тут высыпал. Ну, походу, нету ничего. Ну все, ребятки, прогулялся, что. В принципе, свой гриб я нашел. Сейчас его не так уж много еще в лесу. Нашел. Поеду пожарю, ребят. Сейчас покажу немножко, как я готовлю. Такой рецептик. Простой, ничего интересного. Но очень-очень вкусно, ребят. О. Там как раз Юрец звонил проездом. Заехать хочет в гости. Так, на чашку кофею. Может, успею приготовить. Накормлю пацанов городских. Хотя, что городских? Не городских. Обкатываю рюкзачок, ребят. Вот для таких целей нормально. Попить, нож, антикомарин, перекус, термос.
Нормально. На спине лежит, не чувствуешь. Самый то. Ладно, поперли. Вообще жесть, ребята. Аж голова заболела. Кислорода мало. Точнее, он есть, но тяжелый такой, влажный. А так, то, что нужно. Нормально, пару часиков. 8 часов выехал, плюс дорога 10 часов. Ну что, погулял. Нормально. Короче, поехали. Так, друзья, ну что, все, я дома. Отваривать я грибы не буду. Короче, чисто пожарим по красоте. Ох, ножка ходили, ребята. Ножку ходили. Ну, короче, на жарежку-то мы, наверное, соберем. Шляпка чистая. Парни как раз звонили, выехали. Короче, где-то едут. Ну, здесь чистая шляпка, ножка, видите, ребят. Хотя гриб больше. Нормалек. Свежачок, ребята, только с лесу, как говорится. Фух. Жара, конечно, стоит.
Так, друзья, грибочки почистил. Ну, вот так выборочно, понятное дело. Есть червивый. Но тут как раз на эту сковородочку самое то. В общем, буду жарить, ребят, грибы чисто, без картошки, с беконом. Вот. С луком, на сливочном масле. И в конце, ребят, сметанки. Вот это, я думаю, будет пушка. Заодно хочу как раз попробовать новый нож, практик от Русбер. Он именно как раз что-то вот именно для готовок. Японская нержавейка AUS-8. Такой интересненький, ребят. Сейчас как раз попробую его в деле. Для готовок, я думаю, будет самое то. Летом, конечно, красота. На беседочке, во дворе готовить самое то. Под шефа, конечно, немножко не годится, но, слушайте, можно пробовать. Ну, слушайте, нормально. Под кухню пойдет. Так, еще одну головка небольшая. Еще, наверное, одну бахнем. Такие дела. Привыкать надо немножко. Такая интересная, ребят. Вот под пятку я хотел, думал, под шефа. Ну, кстати, можно, да? Можно рубить, по идее. Вот эту часть. Так. Лучок готов у нас. Просто тупо все пережарим, ребят, и все будет огонь. Бекончик. Достанем бекончик. Опа. Сюда ходи. Так даже не разъединяю, ребят. Просто порежем и все. Бекончик даст свой вкус. Шкварочку такую, жирочек. Очень вкусно будет. Вот так вот. Все, ставим на плиту, ребят. Сливочек сейчас туда бахнем еще. Такой кусочек. И погнали. О, песня, ребята. На сливоче такая корочка получается. Чисто на сливочном тоже, ребят, не рекомендуется. Можно подгореть, надо немножко растительного добавлять. А так получается у нас бекон соленый, масло сливочное соленое. Вот, солить буду все в конце, непосредственно с грибами. Так, немножко дал жизни. Погнали грибочки.
Они сейчас ужарятся, ребят, все будет четко, как раз сковородочка. О, пообедать-то нормально. Парней угощу. Вкуснятинка, ребята. А запахи-то пошли, запахи. Чесночка еще не хватает, точно. Все, ребят, хорошо зажарил. Теперь сметанки. Можно сливки. Можно сливочек добавить без проблем. В банку лупану. Опа. И будет вообще песня. Принес хлеб, помидор. Помидорки принес. Что блюдо жирное. Ну, поверьте, друзья, это очень вкусно. Да, конечно, гарнир бы какой-нибудь, пюрешку, ребят, или рис. Да, вот что угодно. Как жульен получается у нас. Сыра еще не хватает. Такие дела. Огонь. Ну что, ребят, блюдо готово. Хрустящий свежий гриб. Такая, знаете, корочка бекона. Бекон, потому что поджарился с луком. И вкус вот этот сметаны, вот этот соуса сливочного. Песня. С черным хлебом, с помидоркой. Залетает прям на ура. Жду пацанов, где-то должны уже подъезжать. В общем, как-то так, ребята. Все, давайте, всем удачи. Увидимся на рыбалке. Пока.